Сейчас я хочу представить вам нашего гостя. Он подключился позже. Господин Dainius Žalimas из Литвы. Он наш большой друг, и у него очень много всяких регалий, но я скажу об основных. Он доктор юриспруденции, специалист по международному праву, профессор Вильнюсского университета. Кроме того, экс-председатель Конституционного суда Литовской Республики. Кроме того, он был наблюдателем на выборах в Чеченской Республике Ичкерия в 1997 году, в январе месяце, в группе ОБСЕ совместно с другими представителями из Литвы. Сейчас я хочу предоставить слово ему. Он очень много знает о нашей Конституции. Он писал статью о нашей Конституции когда-то, прекрасную. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Очень благодарен за те теплые слова, которые мне преподнесли. Да, действительно, я, как вы помните, тогда я был уже совсем молодым, может быть, но всегда интересовался всеми народами, которые хотели освободиться от российского ига. И, конечно, Чеченская республика Ичкерия тут всегда была особой точкой моего внимания, в том числе, конечно, с правовой точки зрения Конституцию я мог себе тоже как бы оценивать. И об этом я бы хотел как раз сейчас сказать. Но для начала разрешите чуть-чуть пошутить. Знаете, моя жена и некоторые мои друзья шутят, что это я начал войну в Украине. Знаете, объясню почему. Потому что, как вы знаете, одно из требований криминального путинского режима – это изменить именно Конституцию Украины. В том, что там написано ясно евроатлантическая интеграция Украины, европейская идентичность Украины и стремление стать полноценным членом Евросоюза и НАТО. Так вот, это действительно появилось и по моей инициативе в украинской конституции. И, конечно, я тут к чему? Потому что, наверное, говоря о конституции 92 года, с 30-й годовщиной, которой хочется действительно поздравить, вот и вспоминая параллели с Украиной, нужно сказать, что такое Конституция. Конституция – это верховное право, на самом деле, и система ценностей народа, и означает определенный цивилизационный выбор. Так вот, как цивилизационный выбор Украины был быть вместе с европейским и трансатлантическим сообществом, так и на Конституции 92 года на Чеченской Республике Ичкерия можно смотреть именно в этом русле. Конечно, там не было четких положений, да тогда и Евросоюз, на самом деле, как организация только начиналась, и само название только в 92 году, кстати, появилось. Но именно система ценностей тут не оставляет никакого сомнения, что Конституция Чеченской Республики Ичкерия, во-первых, закрепила независимость Чеченской Республики Ичкерия. Это статья 1, которая ясно сказано, что Чеченская Республика Ичкерия образована путем самоопределения чеченского народа. Это в международном праве еще мы знаем как такое основание, как на английском это звучало бы remedial secession, или оборонительная сецессия, вот именно вот глядя на положение чеченского народа, на те репрессии, которые он чувствовал именно от России, совершенно ясно, что самоопределение вот именно в той форме, что образовывается новое демократическое государство, оно имело полную основу в международном праве. И вот Конституция 92 года это как раз и закрепила. Во многом Конституция Чеченской Республики Ичкерия, кстати, по тексту, если говоря, вот по тексту именно, она даже более качественная, чем, допустим, Конституция Литовской Республики, которая была принята, кстати, позже, уже в октябре
то есть 25 октября, и которая тоже в этом году будет отмечать свое 30-летие. Я имею в виду, что ясно сказано, что Чеченская Республика Ичкерия является именно не только демократическим, но и правовым государством. Правовым государством в том смысле, что все-таки существуют определенные ценности, которые никакая конституция не может опровергнуть, она может только их охранять. То есть, что мы имеем под понятием правового государства, так это, во-первых, систему демократии, где действительно народ осуществляет власть, но все-таки плюралистической демократии. Я имею в виду то, что именно не может тут единого лидера быть или единой партии, а вот именно плюрализм, оно как бы продвигает прогресс всего народа. Но и далее, конечно, что также есть определенные пределы, где государство не имеет права даже вмешиваться, имею в виду права национальных, культурных, религиозных, других меньшинств, и в том числе, конечно, достоинства каждого человека. Конечно, вот продолжая вот эту мысль, я еще могу сказать, что вот, например, Конституция Чеченской Республики Ичкерия ясно человек провозглашается как самой высшей ценностью для государства. Кстати, некоторые другие конституции тоже содержат эти вот как раз положения. И тут, конечно, нужно смотреть, вот как это выглядит в реальности, но я могу сказать, что вот в литовской конституции это ясно не написано, и это уже на практике устоялось как путем интерпретации Конституционного суда. Еще можно много других прогрессивных вещей говорить. Действительно, можно так сказать, что по разделу правам человека Конституция Чеченской Республики Ичкерия ничем не отличается от лучших, можно так сказать, мировых стандартов. Насчет самого установления государственной власти тут тоже можно сказать очень много хорошего на самом деле. И я имею в виду, что действительно прогрессивно, что в Чеченской Республике Ичкерия, я очень вот тоже рад видеть председателя Конституционного суда Чеченской Республики Ичкерия, что был учрежден Конституционный суд, который должен был как бы обеспечить верховенство Конституции. И, конечно, вся другая судебная система, может быть, что уже когда-то в будущем можно было пересмотреть бы. Там с разделом властей и не было все хорошо, я имею в виду, была бы, я бы так назвал, суперпарламентской республикой, как раз где парламент имел довольно неограниченные полномочия. Но мы знаем, что на практике все-таки было чуть-чуть по-другому. Так что действительно вот Конституция 92 года Чеченской Республики Ичкерия означала определенный цивилизационный выбор. Кстати, то, что она была принята в 92 году именно парламентом, избранным всенародно. Еще, можно так сказать, была подтверждена и парламентом 97 года, 97 года, но я имею в виду, что именно выборы в этот парламент проходили по Конституции 92 года, что парламент на самом деле оставил большинство этих положений, которые там были. И тоже можно сказать, что вот именно эта конституция отвечает, ну, выражает волю народа, другой воли никогда не было выражено на самом деле. И ту систему ценностей, по которой чеченский народ решил жить и строить свое будущее. Но что хотелось бы тут еще сказать, поскольку это действительно цивилизационный выбор, и Конституция понимается, кстати, не только как устанавливающая систему власти, но как и ограничивающая власть именно для уважения прав человека, для уважения личности человека, для уважения разных, в том числе и территориальных, не обязательно других, но все-таки общин. И вот говоря об этом, нельзя также не заметить, что все понимаем, конечно, были объективные причины, но, естественно, вот сами понимаем, что одной из целей, наверное, Российской именно империи
было вот именно дискредитировать эту конституцию вот как цивилизационный выбор чеченского народа. И тут хотелось мне сказать о том, вот, что передо мной чуть-чуть говорилось на самом деле. Те изменения Конституции. Я помню, что вроде бы, может быть, я вот так как раз не уточнял, но Конституция дополнялась конституционным актом, который был похож на конституционный акт Литовской Республики, что статью там первую можно изменить только там квалифицированным референдумом. Может быть, я уже ошибаюсь. Изменение статьи 96 по поводу введения шариатских судов я действительно не помню. Что я помню из того, что публиковалось когда-то, так это так называемые изменения 2001 или 2002 года по введению шариатского правления. Но тут мне как раз и хотелось бы сказать, если действительно такие изменения были даже по шариатским судам раньше, вторым парламентом, вот это как раз то, что нарушает систему ценностей Конституции 1992 года, поскольку, будем между собой, наверное, честными, шариатские суды несовместимы вообще с понятием Конституции, так как она понимается в мире. Потому что шариатские суды на самом деле и уже Конституцией не руководствуются. Я действительно, когда я находился в Чечении второй, третий раз, может быть, в 97 и 98 году, я уже начал заметить то, что на самом деле вот именно система государственных судов как бы не стала. Их заменили именно эти так называемые шариатские суды, которые я бы назвал очень просто. Это суды произвола. Ничего общего с Конституцией, с идеей Конституции как властью народа и как ограничивающие государственную власть они не имеют. И если действительно были эти изменения, которые еще провозгласили Чеченскую республику Ичкерия исламским государством, которое основывается на шариате, то я могу сказать, что, наверное, большей дискредитации Конституции 1992 года было бы трудно и придумать. Так вот в этом как-то и хотелось вот закончить свою мысль, что действительно, тут действительно нужно цивилизационно определиться. Или мы сохраняем Конституцию 1992 года. Кстати, очень даже может быть, что с победой Украины, в чем я совершенно уверен, вопрос только времени, в этой войне Чеченская республика Ичкерия будет иметь шанс восстановить свою независимость, но, естественно, если она действительно хочет быть в будущем жизнеспособной, то эта независимость может строиться только на основе Конституции 1992 года, не на каких-нибудь так называемых шариатских судов или шариатском праве, поскольку это не право, это произвол. И будем это говорить откровенно, это, с другой стороны, право цивилизационного выбора. И это, на мой взгляд, еще вот что доказывает, я думаю, что вот в настоящей оккупации Чеченской республики Ичкерия, вот, наверное, больше всего этого так называемого шариатского права, чем было когда-нибудь раньше. Я имею в виду, что преступник Кадыров именно воплотил действительно шариатское правление в оккупированной территории Чеченской республики Ичкерия. И если мы хотим его всего лишь заменить чем-то другим, авторитарным, диктатурным и совершенно не имеющим ничего общего с современным пониманием вот именно правового государства и господства права, я думаю, что тут, наверное, не нужно риторически отвечать на этот вопрос, стоит ли делать этот выбор. Но это действительно выбор, который, ведет только к гибели чеченского народа, но никак к укреплению его государства. Я думаю, что Украина борется именно за другой выбор. И я надеюсь, что вот Конституция 1992 года, 13 марта Чеченской республики Ичкерия, может быть именно этим цивилизационным выбором, на котором
можно в будущем восстановить и развивать независимое, подчеркиваю, как это в первой статье, демократическое и правовое государство Чеченской Республики Ичкерия. Другой альтернативы, по-моему, даже уже сейчас видно, что просто нет. Спасибо большое за внимание. Но я, как всегда, откровенен в своих высказываниях и выводах. Прекрасно. Спасибо, Денис. Спасибо большое за ваши ценные выступления.